Ну, я родилася в деревні Терабійной. Нас было 4. Сёстраў не было, братчики были. Один братчик помер маленький. Нешта, ну, конечно, недобре було. Другий потім нешта теж недобре було. А з одним нас вивозили до Києва разом. Не ведаю, наскільки год він був старіший за мене, но він старіший був. Його звали Юзеф, а я називалася Ядя. Вот. Мне было 8 годок был пошел, як вывозили нас в Германию. Я рано, мы повставали, и маме говорили, робяче ж ви снідать нам. Ну що, мама що почала там готувати, що на снідання. От підійшов некий, а ну збирайтеся, вас будуть вивозити від гетуля. Ой, а боже ж мой, куди ж кого будуть вивозити? А у нас, ну і конь був, ну була скотина ж хватала. Запрягайте коня, вже на моего тату сказали, запрягайте коня и поедете. Ну, он пошел, тата запряг коня. Збирайте еще навоз, что у вас тут вы будете, не будете покидать, что влезет, все собирайте. Ну, собрали все на этот воз. Поехали. А боже ж мой милый, ну и поехали ж. Вот недалеко там река была, за реку заехали, я это вот помню. Остановили. Чекайте тут. І почали палити будинок. Ой-ой-ой, мама почала вже плакати, а боже, хату, каже, палять. І все, і хату, і хліб, все почали палити. Якщо, каже, буде який вистріл у вашому домі, тамака, вас нікуди не повезуть. Заставлять викопати яму, і вас тут усіх перестріляють. Але, дякую Богу, ж яких може бути вистріла ніякого не було. Все згорело. Ну що, тепер їжджайте. Ну, батьки мої питають, а куди їжджати? На стовпці. І вже на коні поїхали ми в стовпці в эти. Приехали в Столбцы, божечка, милый мой. Вагон стоит темный такой, окенце неком невеликое в этом вагоне. Открыли двери, залазьте сюда. Вот это, как я помню, залезли мы в этот вагон, двери закрыли, постояли много людей, вывозили ж много, с футоров свозили всех. Ой, ну что, постояли трохи, поехали. Вот приехали, остановились, ну, открыли двери нам, вылазьте, вылезли. Так там какая-то, ну, я не знаю, такие, ой, лагерь у некий привезли нас. Там домики стояли, много домиков, людей много было в этом домику. Вот в этом лагере нас пощалили. Не ведаю, сколько мы там побыли в этом лагере. А уж, знаете, детям есть хочется. Вот зараз принесли, видать, уже принесли там некого каструльники, суп, там что, великая каструля. Ну и почали уже кричать, збирайтесь, в очередь становитесь. Детвора у першую в очередь становитесь. Мы уже дети собрались скоренько. Много ж там детей, много ж там и людей было. В очередь постали, нам по черпачку это супу дали. Ой, ну что ты, черпачок, мы взяли, поговорили с детьми. Идем, кажем, еще тут сзаду в очередь станем. Чуем там, как кричать. Дети, не становитесь в очередь, бо стрелять буду. Выходите из очереди, буду стрелять. Ну и мы что, выходили, что все. Не ведаю, сколько мы там побыли. Мы все долго мы не были там в этом лагере. И тогда еще далее повезли. На машину на некую пригнали, машину далее повезли. Вот привезли, як я вот помню, ну некая не то, як вёска, не то, як что, хто його веде. Привезли
хату, под некую хату остановили нас. Вылазьте. Вот мы вылезли. Заходьте в эту хатку. Ну, зашли в хатку в эту. Все, тут вы будете жить. 2 года там мы были, в этой хатце жили. Ой, до вечера добыли, принесли тут такого супу, принесли, теж дали готового супчику по черпачку. И сказали моим уже родителям: завтра вы пойдете на работу. Вот. Придут вас заберут, пойдете на работу. Ну и пришли, забрали, пошли уже на работу. И я уже осталась одна в этой вот, думаю, что мне, куда мне, что робить. Сяду ж одна в этой вот. И вот под конец 2-го года, и все, уже нас освободили. Ну все, наши кажут, уже мои родители: нет, тут мы оставаться не будем. Мы поедем на родину, на свою. И вот на завтра приехала машина некая. Пошли и поехали. Привезли нас теж под вагоны. Посадили, вроде бы як у стовпцы привезли оттуда. Вот тут я не ведаю, на чем мы. Кто нас тогда привез со стовпца сюда уже в Терабину. Ну, привезли нас, высадили, что а куда идти, что ж хаты нема, а куда идти, вот, кажу. Говорят они уже, мои батьки, сами собой. Вот, кажу, и приехали, и роби, что хочешь. Але, правда, мой тата ведал, где брат живе. Пошел туди до брата. О, каже, ти вже вернувся, ти вже приїхав, або. Ну и он вот пришел уже сюда, постояли, поговорили. Да каже, идем, уже у нас трохи поживе, що. Де ж тут? Ну треба ж, нема пустого хати. В хати ж пустої ніде нема ніякої, треба жити. А ми як жили на хуторі, ну теж дом невелика хатка ж була. Ну жили ж добре, все. Тата будував другий дом, більший дом собі збудував. І от бачите, гэты будинок усе й спалили, а зруб, тата зруб зробив, уже зроблений був зруб, і кроху гэтай вже стояли. Не зачепили, стояв. Так як ми приїхали туди, додому, так тата на завтра пішов, поглядів, ой, каже, зруб стоїть, не спалили. Так кажу, мама буде казати, так як же вони будуть спалити? Кабата облички бо його чим, так би спалили, бо так, і що, не зачепили. Стоял зруб. Так вот мы уже тут у этого дядьки его пожили, они там старались, люди, правда, кинули, еще помогли кончить этот зрубок, накрыли трохи, уже перебрали, что мы были туда и там жили. Вот такая и была жизнь. И мне потом уже в школу треба было сюда ходить, как приехали. И вы думаете, сколько? Всего 3 класса я кончила школы. Трудно было жить. Ой, ну и вот почали же, что такое мы жить. В эту хатку перебрались. Люди некие окна, пару окон поставили в этом зрубку. Жили тут только на работу, и они ходили. Но мне уже сказали в школу. Я 3 классы кончила этой школы, а трудно было. Знаете, и одежды не было, и обуть не было, чего, трудно было. Але дякую Богу, что... А потом уже дякую Богу, тут только государство называлось, это уже гуманитарная помощь, я дали. Ну и вот помаленьку обжили, и жили добро, хорошо жили. Уже коровы наши набыли, и свиньи уже были. Жили вдома, хорошо жили. Вчора розказували, як у лагері дітки помирали і як через забор викидали. А, дітки, правда, я не можу ж як везли їх. Ну, з голоду. Як вони вже вмирали, дітки ці, божечко милий мой, як батьки плакали. А де ж їх дівати було? Що через забор перекидали. Ой, много вмирало діток. Але потім, як не веду на який день, это уже все старые позбираются договорить.
ехала некая машина там, ну, за забором, и что збирали гэтыя дзеці, не живых збирали, а куды яны іх возили, я ж не ведаю, куды яны іх возили. Хто іх ведае, вывозили, ой, бацькі плакали, божечка милый. Ну, эти детки малые, ну, через забор перекинуть, все, нема. Забываю. Гэтак рассказывали, что тут же что же ж хватало гэтых, ну, як асталіся немцы, всялякіх же ж было, гэтых прыхвасцяў, гэтых нямецкіх. І адзін прыходзіў з сынам, прыйшоў, і ў мацеры ў іх там забраў, там тарку, ўсё, што той жонка сказала, ён у людзей забіраў гэты. І тады там у лагеры мацерына маці пазнала яго. А боже мой, якая ў дзетстве была Майго памяць, бацьку а цяпер колькі што і польская горшая. ахова ставіла страляць. Ён магілу сабе вырыў. Якраз там у Налібаках была аблава на, ну, хто памагаў партизанам. Ну, вже побудувалися там, як обжилище, вже все добре було. Я замуж не, і він у Прими прийшов. Франок же ж, він же був прийшов сюди. Так ми жили тут. Цяжка было пераязджаць, бо адносіліся да іх як да скаціны. Яны людзьмі не былі. Яны должны былі рабіць. Тата тоже рассказываў, там партизанаў ўжо ж много было на пушчы. І адна яго фамілія Зялёнка. І Зялёнкава, там дзяўчына такая, яна маладая была, яна памагала партизанам. А польская ахова узнала гэта. Но як фамілія адзінакавая, ты ў лесе жывеш, тоже тебе, ты звязана з партизанам, бо яе расстралялі. Ну, яго паставілі страляць. Выкапаў сабе магілу і паставіў. Но ён тады рашыўся, или я буду жыць, буду, ну, уцяку, или мяне, ну, расстраляюць, пакладуць у гэту яму. І ён уцёк. Уцёк по маладняку, па ім, год, стралялі только ветачкі. Ну, дзякуй Богу. Яны ім сказалі завесці ў сталбцы, яны пагрузілі на подводы, і бацька, вот, мацерын, Юзеф тоже зваўся, і яны павезлі ў сталбцы. И потом уже их захотели расстрелять. Немцы. И один полицай местный, заступился за их, упросил. И яны остались жить. И вот после того их уже вывозили. Усіх. Ты ж бачиш, у Терабине у вёсцы, так само ж некие на хуторе жили, не ведаю сколько, 2 хозяев, чи сколько это качула. Ой, теж привели сюда, вот, ближе под вёску, под хаты. Заставили, выкопали яму пьяной, и их расстреляли, этих самых. И 3 дни ворушили еще в этой яме. Ну, и они раненые были. А не было ж можно подойти, да и вот похоронить. И они ж, значит, ты связана с этими, значит, и ты пойдешь туда. Ой, люди уже жили у страху. Прилетит нечто. А в Германии, ты думаешь, что добро было? Голодовка была. Принесут этого супу, дадут по черпачку. Нам уже, детям и батькам, божечка милый. Хочу им пожелать, чтоб они гора не бачили, чтоб жили в роскоши, у раї, чтоб все здоровенькие были. Самое главное, чтоб здоровенькие были. Як будут здоровенькие, будет все. Чтоб гэтакого гора не бачили, якое прожила я. Вот за свою жизнь. Теперь, когда не кажу уже добро, все, не хочу казать. У детков живу, у детей хорошо, все и добро. А гэтым желаю с добра, чтобы все добро было им. Самое главное, чтобы здоровенькие были. Як будут здоровенькие, и будет все добро.